Здравствуйте, уважаемые зрители! 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому стилю в 1917 году в результате переворота власть в Петрограде перешла к большевикам и левым эсерам, что ознаменовало собой начало новой эпохи в истории нашей страны и всего мира. Огромное значение данного события неоднократно подчеркивалось как современниками, так и последующими исследователями. Неудивительно, что практически сразу же 7 ноября, Красный день календаря, стал самым главным праздником в истории России и СССР. Несмотря на развернувшуюся гражданскую войну, впервые годовщина Октябрьской революции отмечалась в 1918 году. В этот день, 7 ноября, в Москве, на Красной площади, а также во многих других губернских и уездных центрах Советской России прошли военные парады и демонстрации трудящихся. Не стали исключением и многие города Мордовского края, в том числе и Саранск. Уже в это время подготовки праздника, который продолжался 3 дня, уделялось большое внимание. Создавались специальные комиссии из партийных работников, тщательно планировалось проведение демонстраций. Например, в 1918 году были организованы митинги, концерты, шествия, военный парад, детский праздник и карнавал. Для оформления праздничного пространства привлекались местные жители, которые должны были украшать дома красными флагами и ленточками. Для музыкального сопровождения приглашали горожан, владеющих скрипкой, балалайкой, мандолиной, гармоникой и другими инструментами. Основные моменты праздничных дней были запечатлены профессиональным фотографом. Впоследствии на основе этих снимков был оформлен альбом «Годовщина Октябрьской революции», переданный Саранским исполкомом в 1919 году в Краеведческий музей и демонстрирующий масштабы указанного события. Так, в праздничном шествии, основная часть которого проходила на Советской площади, принимали участие ученики местных школ, гимназистки, красноармейцы, а также простые жители. 26 октября 1927 года Президиум ЦИК СССР постановил, что годовщина Октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение 2 дней – 7 и 8 ноября. Производство работ в эти дни воспрещалось на всей территории СССР. Нужно отметить, что указанный праздник отмечался не только в Саранске, будущей столице Мордовской автономии, но и в других городах края, а также в селах и деревнях. Правда, масштабы мероприятий были небольшими, ограничивались возведением деревянной трибуны и организацией митингов. Тем не менее, на старых фотографиях можно без труда распознать хорошо знакомую атрибутику – красные флаги, пятиконечные звезды, портреты вождей и членов партии. Окончательное складывание практически неизменного сценария празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции происходит уже после Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что 7 ноября отмечалось каждый год, наибольшее внимание уделялось, конечно же, круглым датам. Основное идеологическое значение данного праздника заключалось в демонстрации достижений социалистического государства СССР в целом и Мордовской автономной Советской Социалистической Республики в частности. Крупнейшие предприятия колхоза республики, а также района готовили и направляли в адрес местного российского, зачастую союзного руководства специальные рапорты, в которых отчитывались о достижениях успехов во всесоюзном социалистическом соревновании. Например, колхозы рапортовали о количестве полученного урожая и реализованной государством продукции. Заводы сообщали о выросшем по сравнению с предыдущим годом объеме производства. Самыми подробными были районные рапорты, где содержалась практически вся информация о ходе социалистического соревнования и выполнении множества обязательств. Особое внимание уделялось оформлению указанных рапортов. Многие руководители помещали цитируемые документы в обычные дерматиновые папки красного цвета. Более изобретательные начальники изготавливали деревянные футляры, обшитые тканью, покрытые лаком. Настоящим произведением искусства являются рапорты трудящихся Мордовии коллектива завода «Электровыпрямитель», помещавшиеся на металлических пластинах и крепившиеся к деревянным или каменным футлярам. Подобная старательность неудивительна. Указанные изделия предназначались для союзного руководства. Наиболее отличившимся представителям рабочего класса, крестьян, интеллигенции, колхозным и предприятиям к 7 ноября в знаменовании очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции приурочивалось вручение почетных грамот и государственных наград.
Большое внимание уделялось праздничному оформлению городов, которое строго регламентировалось в соответствии с планом, утвержденным местным комитетом КПСС. В указанных документах четко указывалось расположение и содержание лозунгов и портретов на жилых домах. В результате город, несмотря на осеннее время года и зачастую пасмурную погоду, существенно преображался. Многие здания украшались изображениями Карла Маркса, Владимира Ильича Ленина и большими красными полотнами. Главные события в этот день, конечно же, происходили на центральной площади города, где проводились демонстрации трудящихся. В Саранске таковой была Советская площадь. Здесь находилась трибуна, с которой государственные и партийные руководители зачитывали торжественные речи о выполнении очередных планов и необходимости решения новых задач, которые требуются для построения коммунистического общества. Наиболее красочная часть праздника была связана с парадом, который обычно возглавляли представители партийных и государственных органов. Далее шли работники важнейших предприятий республики, которые стройными рядами, с флагами, транспарантами, лозунгами проходили по площади. Иногда рабочие демонстрировали продукцию тех или иных заводов, который являлся ярким свидетельством их вклада в общее социалистическое строительство. На параде, посвященном 50-летию октября, были реконструированы основные моменты истории Советской России, начиная с октябрьских событий в Петрограде 1917 года, узнаваемыми символами которых являлись матросы Балтийского флота, знаменитый крейсер «Аврора», а также и броневик. Большое внимание уделялось индустриализации 1920-1930-х годов, а также Великой Отечественной войне. Несомненно, в торжественных шествиях принимали участие и простые жители городов с детьми, студенты, которые выходили на улицы с воздушными шарами, цветами, красочными бантами, музыкальными инструментами, с большой охотой позировали фотографам с неизменной улыбкой на лице. Друзьям и родственникам было принято отправлять к 7 ноября поздравительные открытки. Среди выпускавшихся огромными тиражами почтовых картонок встречались и настоящие шедевры. Просто удивительно, насколько разные сюжеты для этих открыток удавалось найти и изобразить художникам. Например, чаще всего на карточках изображались привычные символы и сюжеты. Красная звезда, яркие флаги, крейсер «Аврора», репродукции картин известных художников с портретами главного вождя революции Владимира Ильича Ленина и так далее. К 7 ноября, буквально с первых лет празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, обязательно выпускалась сувенирная продукция, которая включала бокалы, портсигары, табакерки, юбилейные медали и значки. Сюжеты, помещаемые на указанных предметах, практически не отличались от изображений на открытках и карточках. Однако профессионализм художников и дизайнеров позволял их обыгрывать настолько разнообразными способами, что найти одинаковые или похожие экспонаты довольно сложно. Например, в 1997 году была выпущена небольшая партия карманных часов, посвященных 80-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Последний раз парад, посвященный годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, прошел в Москве в 1990 году. В следующий год в связи с августовскими событиями было принято решение не проводить торжественных праздничных мероприятий, а уже в 1992 году 8 ноября стало рабочим днем. Несмотря на то, что страна пошла по другому пути, праздник по инерции по-прежнему отмечался во многих городах страны. В 1996 году указом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина официальный праздник, посвященный годовщине Октябрьской революции, был отменен. Вместо него был введен новый праздник – День согласия и примирения, который просуществовал до 2004 года. А уже в 2005 году был введен новый праздник – День народного единства. Несмотря на то, что 7 ноября на протяжении многих десятилетий уже не отмечается, отголоски данного праздника по-прежнему доходят до нас. Например, в далеком 1967 году, когда страна и Республика Мордовия отмечала 50-летие Великого Октября, было подготовлено специальное обращение к жителям города 2017 года. Текст был помещен в специальную капсулу времени, которую, несмотря на исторические перемены, торжественно вскрыли к планируемому, но неосуществленному празднованию 100-летней годовщины Октябрьской революции.